Мусульмане начали даже праздновать это событие. Однако по мере поступления информации о последствиях ударов, эйфория начала спадать. О том, что иранский удар был не настолько чувствительным для сионистов, можно было наблюдать по сводкам новостей израильских СМИ. Они ссылались на заявление Цахала о том, что ущерб от авиаударов Ирана минимален и не повлиял на боеспособность ВВС страны. Сообщается, что в результате этих ударов погиб один палестинец. Несколько израильтян получили ранения. Мусульмане в соцсетях задаются вопросом. На этом закончилась месть иранцев за Насраллу и Ханию? Действительно, у обывателей возникло немало вопросов по поводу иранской атаки, которую они ожидали почти год, особенно после того, как несколько месяцев назад в Тегеране был убит лидер Хамаса Исмаил Хания. Почему этот запуск был произведен только вчера, когда война в Газе длится около года, и все, в том числе Иран, все это время наблюдают за геноцидом в Анклаве, что является подлинной целью этого ракетного дождя. Безусловно, вчерашние события приведут к еще большей эскалации на Ближнем Востоке и объединят вокруг Израиля силы, которые до этого призывали к сдержанности в регионе. А вот те, кто действительно хотели нанести болезненный удар по оккупантам, сделали это вчера в Тель-Авиве. Мәскәүгә каршы. Нәрсәгә без моны шулардан да куркак, что ли? Моны булар моны чыкканнар бит. Килеп Израильне нәрсәкәй антар-тунтар кылалар. Без нәрсә итәлмәйбезме шуны? Двое палестинцев убили 7 и ранили 16 израильтян. И для этого не потребовалась эскалация запуском 180 ракет, которая вполне может привести к региональной войне. 2-3 кеше генә хәлне решать иткәннәр. Мы не можем, как говорится, толпой собраться и, как говорится, дать по шее этой узкой общине, допустим, Мәскәүгә барырга. Халык, сез нәрсә уйлыйсыз вообще? Нәрсә куркып утырасыз? Мин аңламыйм шуны.